А между тем на днях выявили топ-10 специалистов промышленной сферы нашего региона. Он определился по итогам Республиканского форума «Молодой промышленник Якутии». И сегодня у нас в гостях одни из организаторов и участников данного форума. Это Андрей Сычевский, руководитель отдела надзора и правового обеспечения Министерства промышленности и геологии Республики. Доброе утро. А также победители этого, скажем так, конкурса, да, топа Александр Гоголев и Максим Одинцов. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот, Андрей, вам вопрос, да, вот кто, кроме Александра и Максима, вошел вот в шорт-лист лучших промышленников Якутии? Ну, так как конкурс проводится ежегодно, уже второй год, там, да, в этом году вот двое победителей из числа алросов. В том году их тоже было очень много, в числе топ-10 в этом году они также уже, как скажем, традиционно. Также вошли представители компаний «Ятек» и «Газпром». Вот. А сколько вообще было участников этого форума? Участников форума было порядка 70, то есть они с разных компаний, из компаний горнодобывающих, нефтегазового комплекса, компаний, ведущих геологоразведочной работы. Получается, со всей республики приехали? Да, да, то есть... А какая цель вообще вот этого конкурса? Для чего? Ну, наша задача была, это, конечно же, взаимодействие с молодыми специалистами, то есть их выявление из них там лучших, выявление лучших, как, ну, с точки зрения потом их возможности участия как в наших мероприятиях каких-то там, да, ну и для того, чтобы они сами себя оценили, вот, посмотрели, на что они какой-то обмен способны. опытом Да, еще, да, обмен опытом, понятно. Александр, Максим, а в какой номинации вы одержали победу на этом форуме? В номинации «Лучший молодой промышленник». Я в номинации «Лучший оратор». Ага, сейчас проверим. Сейчас будем пытать вопросами. А какие вот задания стояли перед вами вот на форуме? Что вы делали, вот, что вот одержали победу? Форум был разделен на два этапа, он проходил в 2 дня. В первый день основным заданием было тестирование. Оно состояло из 4 блоков. На знание технической части, промышленности, инновационных технологий проводилось тестирование. Во второй день все прошло в рамках деловой игры. Команды были составлены из участников, по компаниям, да, было разделено, и в рамках консолидации были определены проблемы каждой из промышленности, пути их решения и перспективное направление их развития. Сложно было вообще, Максим, как вы считаете? Ну, это был необычный опыт для меня в первый раз. Это постоянное напряжение, потому что приехали лучшие из лучших в своих отраслях, и дух соперничества всегда присутствовал. Это было интересно. А с какой речью, вот с чем вы выступали, что вот заслужили такую номинацию? Ну, не знаю, это определялось путем голосования, и люди решили, что я являюсь лучшим оратором. А так я выступал уже на окончании проблемы. Какие проблемы горнодобывающей отрасли. И я озвучивал проблемы, а другие ребята озвучивали решение этих проблем. А что вам дало это участие в этом форуме и конкурсе? Вот лично для себя? Ну, я испытал свои силы, попробовал себя. Потом очень много появилось у меня новых связей. И это очень интересное общение. Ну, коллеги из Алросы, с ними познакомился, там, пообщались. Ну, просто бытует иногда мнение, что у нас слишком много форумов, слишком много мероприятий. А вот полезность вы сами ощутили, вот, что да, такие мероприятия нужны, необходимы, Да, и нужно такие... безусловно. Их нужно проводить регулярно, потому что это хорошая площадка для обмена опытом с другими компаниями. Очень интересно услышать их точку зрения на существующие проблемы, а не зацикливаться только в своей компании на этом. Поэтому такие форумы нужно регулярно проводить. Андрей, мы знаем, что в этом году вот, форум проводится второй раз. Да. Какие-то изменения произошли вот, по сравнению с первым годом? Да, у нас немножко изменилась программа, там, то есть в первый год у нас было разделение участников на команды. В этом году мы решили, что как бы разделения на команду у нас не будет, там, да, у нас просто разделилось участники на 2 направления, это горнодобывающий сектор и нефтегазовые, там, да, и вот по этим секторам они работали. Но несмотря на это, наша задача форума была выявлять как бы лучших участников, да, то есть для нас как бы команда работа была, конечно, важна, но это уже было второстепенно.
Вот, поэтому вот такие изменения есть. Конечно, мы каждый год совершенствуемся, то есть мы как бы проводим опросы среди участников, что бы вы хотели, чтобы мы добавили, что бы вы хотели, чтобы мы изменили там в проведении там, вот. Спасибо большое, ребят, что подошли в студию. Хочется пожелать вам удачи по своему профилю, а форуму цвести, процветать и провести третий интересный форум.